Сэмбэнан Худут, рад приветствовать вас на своем канале. К сожалению, в последнее время выпускаю мало видео, но теперь буду исправляться, почаще заливать видео, тем более новость действительно очень интересная. И появилась она в телеграм-канале Буркопсоюз, который, по слухам, принадлежит или как-то связан с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Так, давайте сейчас зачитаю вам эту новость. Дочь вице-спикера Народного хурала Бурятии готовится к получению британского подданства. Так, что еще здесь написано? Мы уже писали о том, что дочь вице-спикера Народного хурала и члена президиума БРО «Единой России» Татьяны Монтатовой Евгения давно живет и работает в Лондоне, столице, пожалуй, самой враждебной России страны после Украины. Ну, в общем, не знаю почему, но получается, как-то косвенно Цыденов, глава, решил наехать на могущественный клан Хамхалаевых. Ну, понятно, что Татьяна Монтатова – это же дочка Хамхалаева, все об этом знают. Глава пенсионного фонда, владелец телерадиокомпании «Регус», ну и других, наверное, бизнесов. Ну и, в принципе, этот клан, как в последнее время узнается, очень могущественный. Как видите, у них за рубежом тоже есть свои люди с гражданством. И, надеюсь, эти люди сейчас, когда тем более о них стало больше информации, задумаются о помощи, в борьбе за независимость всем оппозиционерам. Поэтому для нас-то, в принципе, эта новость неплохая, потому что, смотрите, вообще, что я могу констатировать? Донатами и так далее в основном занимаются простые люди, не представители всяких громких фамилий, всяких мощных кланов. Может быть, у них есть свой план какой-то, да, внедряют тоже своих людей, основывают какие-то движения даже, может быть, да, все может быть. Но в целом, я не знаю, почему-то они своему народу, за счет которого они поднялись, не хотят никак помогать. Тот же клан Хамхалаевых, да, могли бы тоже какой-то, не знаю, фонд учредить за рубежом помощи своим землякам, ну, в помощь хотя бы уж, как сказать-то, оппозиционерам, какие-то гранты выдавать и так далее. По-любому у этих людей деньги есть, но почему-то, видите, как-то особого рвения у них незаметно. Наоборот, в основном люди помогают обычные, простые, пенсионеры и так далее. Ну, все как обычно, к сожалению. И вообще в целом хотелось бы сказать, что наши богатые люди, да, бизнесмены и так далее, члены кланов, которые поднялись в Бурятии за счет пресловутого дяди Баира и так далее, да, дяди меня, да, за счет меня поднялись. Ладно. В общем, я думаю, становится понятно, что крах Рашки неизбежен, поэтому надо сейчас задуматься о том, что родина у вас все равно одна, это Бурятия, нужно вкладываться в нее, не только все ресурсы тянуть, и вообще надо эту психологию менять, что все тянуть, где-то там за рубежом купить себе жилье, получить недвижимость, но в конце концов вы там все равно будете рядовыми людьми, все равно, как сказать, ну вы же не Песковы, там, не Соловьевы, не Путины, у которых действительно много денег. Все равно ваши запасы когда-то кончатся. А для процветания своей родной республики, тем более вы все равно буряты, да, по национальности, нужно помогать, нужно, чтобы она процветала. Ну и как-то бороться с этим манкуртизмом. Такие вот дела идут. Ну ладно, идут. Сегодня такой небольшой ролик, потому что я немного тороплюсь. За идут комментарий бышекты, лайк-то викты и подписка хыкты. За идут. Дахину затра, байерте.